В Бишкеке более 500 детских садиков частных. А легально работают около 150, у кого есть лицензия. Это очень такой вопрос. Вы некоторых своих детей также удочерили. Этот садик сейчас является опекуном 2 львов из 10 девочек. Выпускниц 9 они нашли на Пангу. You wanna fight, she would even miss you if you talk aside. Power politician leaning to the right. Levy's got a touch on that you wanna go off like that. Get off of my style. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас очередное интервью. У нас сегодня в гостях, то есть мы, скорее всего, в гостях в детском образовательном центре Дина, основатель и директор этого центра Лейла Пархатовна. Здравствуйте. Вот давайте мы начнем, наверное, с вашего центра. Это ваше бэби, вы его создали. В этом году будет ровно 8 лет, как Дина существует, а как детский сад это уже 7 лет. Период такой достаточно непростой, но период, который открыл много новых каналов получения информации, деятельности, вообще открыл много во мне, потому что раньше я работала офисным работником, а здесь я себя проявила совсем в другом формате. Мне пришлось делать все, да? Мы делим людей на 3 категории. Мы говорим, люди бывают предприниматели, люди бывают художники и люди бывают менеджеры, лидер. Вот кто вы? Ох, я бы сказала, что каждая понемножку присутствует. Да, потому что, может быть, сфера еще накладывает. Если это предпринимательство, к примеру, гостиница, там, возможно, там больше как менеджер бы я себя проявляла. А детская деятельность, она по-любому подразумевает очень много творчества, очень много. И здесь нет определенных рамок, поэтому здесь ты и пляшешь, и танцуешь, и развлекаешь детей, и при этом ты должен еще организовать людей, которые это все тоже должны делать. Вот я говорю, все люди, кто занимается детским учреждением, будет это школа частная или садик, мне кажется, они просто должны иметь такое большое сердце, любовь к детям, и тогда у них и предпринимательская часть, все остальное подтянется. Да, в детском саду надо любить свою работу, иначе если ты будешь жестко только как менеджер выступать, то элементарно не найдешь общего языка со своими воспитанниками. Ты должен вдохновлять детей на это. И в принципе это бизнес, но он не высокоприбыльный бизнес. Но это вот в чистом виде это социальный бизнес. Социальный бизнес, который больше на самоокупаемости и вот продвижение определенных каких-то ценностей. В данном случае это воспитание нового поколения. Вы выполняете государственную миссию. По большому счету. По большому счету. Да, сами все устроили, сами все организовали, сами себя обеспечили. Сами себя обеспечили. А что со стороны государства вы бы хотели еще увидеть? Я думаю, что было бы здорово получить определенную свободу в выборе программ обучения. Это очень жестко регламентируется, есть государственный стандарт, который не дает возможности привнести какие-то новые методики обучения. А вот если взять, допустим, международный стандарт, да, вот вы же, смотрите, вы же изучаете какие-то системы образования, которым импонируете, вы хотели бы у них что-то перенять. Вот какую систему образования вам больше всего нравится, в какой стране, чей опыт вам нравится, у кого вы хотите перенимать этот опыт? Ну, финский опыт, наверное, сейчас очень популярен, потому что он имеет именно прикладную часть, что надо делать акцент не на только академических задачах, а вот развивать те самые soft skills, которые могут детям быть более полезными, и дети могут применить их на практике. А иначе, как и в наших школах, да, очень много информации вбивают в детей, но при этом дети не понимают, где они могут это применить и зачем это им. Да? То есть вот это взвешивание какое-то и практическая направленность знания, она всегда была бы полезна. И мы стараемся в садике это тоже делать. Что нужно сделать сегодня, не знаю, в системе образования, с министерством работать, чтобы это внедрить? Вот какие-то есть инициативы, чтобы лоббировать какие-то новые программы, новые стандарты? Вот есть у вас идеи или инициативы какие-то? Ну, смотрите, вообще я вот работая в HR очень большую часть времени, наверное, до работы в детском саду, я увидела, что самая главная ценность любой компании – это люди, это человеческий капитал. И развивать его надо, к сожалению, уже никогда не сформировались как взрослые, вот именно в садике. Возможно, это и было причиной, почему я осталась в этой сфере, пытаясь, пусть это будет небольшая капля в море, но мы сможем поменять. Важно вот дать определенную свободу выбора программ,
и soft skills продвигать более активно. Не зашоривать на определенных только жестких программах государственных. Вот те программы государственные, которые у нас есть дошкольной подготовки, они утверждены еще в 70-х годах. Мир был другой тогда. Все, что делается сейчас в рамках повышения квалификации нашего КАО для педагогов дошкольного образования, школьного, ничего нового. Что такое КАО? Извините? Кыргызская академия образования, которые вот эти все методики, они продвигают. Просто там сидят такие динозавры, которые неповоротливые и не применяют этих знаний. То есть они очень, я вот вижу, что они много ездят в Сингапур, едут там, в Европу, в Финляндию, получают опыт, ну, на практике непосредственно смотрят, но ничего из этого не применено. Что вы скажете, расскажете про себя и про свою семью? Ну, я не могу сказать, что у меня прям самая супер семья, и я не назову себя идеальной мамой. У меня несколько детей, 2 мальчика, 3 девочки. Девчонки уже большие, пацаны еще в школе учатся. Ну, семья достаточно, я думаю, что стандартная. Ну, еще есть 1 ребенок, 4-ногий собака. Скромно отзывайтесь. Во-первых, конечно, идеальных людей не бывает. Идеальных пап не бывает, идеальных мам не бывает, но тем не менее, то, что вы делаете, это реально очень вдохновляет. Heaven is a switch road that you wanna fight. She would even miss you if you talk aside. Thou a politician leaning to the right. Levy's got a trust on that you wanna go up like that. Get off of my style. Насколько я знаю, вы, по-моему, говорили, что в Бишкеке более 200 частных садиков. А почему другие не вступают в членство? В Бишкеке более 500 детских садиков частных. Легально работают около 150, у кого есть лицензия, кто официально прошел и получил все разрешительные документы и работает официально. Все остальные – это подпольные детские сады. Естественно, они не заинтересованы, чтобы быть в ассоциации, потому что один из критериев поступления в ассоциацию – наличие лицензии и официальной работы. Вау, вау. Да. И мы никто не знаем, что на самом деле происходит в этих 350 садиках. Мы не знаем, что. Там, по сути, они как, наверное, какие-то просто нянечки. Да? Или там программа есть? У некоторых садиков есть достаточно хорошая программа. У вас есть заинтересованность расширять деятельность вашей ассоциации в другие регионы страны? Да, это есть в наших планах. Уже есть 2 садика на юге, есть 2 садика, которые находятся в Чуйской области, и мы планируем расширяться дальше. Вот сейчас после карантина, в период карантина очень много было запросов от садиков из регионов. Они хотят с нами быть, потому что они увидели, что мы не просто какая-то группа людей, а мы пытаемся решить ситуацию, например, с открытием тех же самых детских садов, чтобы мы могли полноценно существовать и работать. Почему важно отдавать своих детей в лицензируемые такие детские сады? Ну, лицензированные подразумевает, что они уже как минимум соблюдают некоторые стандарты, начиная с санитарных норм. Это санитарные нормы при пищеприготовлении. Это безопасность здоровья детей уже? Здоровье детей. Безопасность пищеприготовления, безопасность, опять же, санузлов те же самые. Это определенный контроль. То есть нас санэпидемстанция периодически контролирует и проверяет на соблюдение этих норм. Начиная с того, что весь персонал должен уметь санитарные книжки и периодически проходить медосмотр и соблюдая вот эти нормы. Как бы там ни было, там пусть свобода, не свобода, но государство в лице Министерства образования проверяет на соблюдение лицензионных этих норм. То есть в данном случае те же самые стандарты обучения. Потому что многие садики, которые нелегальны, они занимаются не образовательной частью, они занимаются только уходом и присмотром. То есть образовательная часть как таковая не присутствует. То есть менее подготовлены в школе, да? Они поспали, дети накормлены, поиграны и все. А выходя из такого садика, ребенок элементарно не знает ничего, что в школе ему может понадобиться. Он не знает ни букв, ни счета, не то, что там применить. Он здоров, но не более. Они придут в школу, и по сравнению с другими детьми, которые пришли, они уже будут менее мотивированы, потому что другие будут дети намного впереди. У них как бы с самого начала в школе уже будет меньше мотивации к учебе. Ну, так логически, мне кажется, да? Вот смотрите, вот представим, вот я как бы потенциально такой предприниматель, у меня как бы садик в Баткене или в Таласе. И я хочу как-то перенимать опыт. Как вы можете это мне передать? Как это вот ассоциация, да, допустим, работает? Как я могу реально получить от вас пользу, находясь в Баткене? Ну, далеко, дорого, ездить часто не могу. Настолько дистантно мы еще у нас не было формата такого взаимодействия, но те, кто приезжали в садики, мы их прям
проводили. То есть они могу я попасть в этот и в этот садик? Без проблем, приходите. То есть это в основном это Они туры как такие, да? стажировки, как стажировки, да. То есть вы можете организовать стажировки? Да. У меня появилась идея. На каждую область мы выделим 5, вот с этого момента, как только посмотрят наше интервью, 5, с каждой области 5 частных детских садов, которые хотят легализоваться, интегрироваться и приехать на стажировку, мы готовы для них сделать какую-нибудь поддержку дать. С каждой области по 5. Для начала, я думаю, это неплохо. Это вполне Да? нормально. И у меня еще одна такая идея есть. Для нас очень важно, потому что мы работаем во всех регионах, и мы знаем, что надо с детьми заниматься в селах. Да? И родители там занимаются бизнесом, может быть, нет профессиональных навыков заниматься своими детьми. Вот, я бы хотел, чтобы в стране, в регионе развивались эти детские сады. Вот, с чего нужно начать? Что нужно для того, чтобы начать свой садик? Вот самое главное, вот что нужно? Понятно, есть желание. Кроме желания, что еще нужно? В чем можно им системно помочь? Кроме желания, конечно, этого недостаточно, потому что садик, если многие бизнес, например, много чего можно сделать потом, потихоньку нарастить, в саду многие вещи должны быть здесь и сейчас, пока этого нет, ты не начнешь. Да. Это элементарно, начиная с помещения, оборудования этого помещения и люди, которые будут работать. Это вот, наверное, самые 3 ключевые вещи, которые должны быть для запуска. И многие садики, кстати, когда только открываются и приходят, и они даже еще помещение не оборудовали, приходят, давайте сразу лицензию, мне помогите с лицензией. Я говорю, подождите, вы хотя бы месяц поработаете, потому что многие потом думают, понимают, что это не их, Да? и они уходят из этой сферы. Давайте Это на самом деле очень непростая сфера, и у нас очень много примеров, когда садик, который поработал полгода, закрывается, потому что они понимают, что на этом они не заработают много, и это надо постоянно быть включенным. Там не может быть такого, что ты один раз создал, и ушел, и ты только зарабатываешь деньги. Я понял. Окей. Вот у меня такая идея есть. Если вам это будет интересно, вот сразу готовое предложение, решение. Сразу сходу. С каждой области также 5 садиков. Если они обращаются к вам, мы можем, они приезжают, стажируются, вы понимаете, говорят, да, у них получится, у них глаза горят, у них сердце горит. Мы готовы рассмотреть абсолютно на беспроцентной основе на определенную сумму, там, не знаю, условно, там 200 тысяч сомов, условно я назову, для старта, чтобы оборудование кровати, все такое. С каждой области по 5 садиков. Это здорово. Абсолютно беспроцентно, по исламским принципам, как вы знаете, Кархаса называется, и вот так вот. Но для нас будет важно ваше профессиональное мнение, вы, как бы ваши ассоциации, чтобы сказали, да, у них получится. Понятно, что 100% гарантии вы не можете давать, но мне достаточно будет вашего честного, объективного профессионального мнения. Вам это будет интересно? Да, мы заинтересованы, чтобы в регионах продвигали увлеченные люди, Отлично, а не дилетанты. Я знаю, что вы некоторых своих детей также удочерили, усыновили. Девочки — это приемные девочки. Приемные девочки, да? Но это же круто, я не знаю. Я не оформляла их официально как приемных детей. Они все из одного детского дома, с которым я с ними познакомилась в 2011 году. Мы этот детский дом приезжали, просто посещали с моим шефом. И мы каждый год летом привозили этих детей сюда. И потом девчонки, когда 9 класс заканчивали, им сказали, все, просто до свидания, уходите, вот вам в ПТУ, идите учитесь. Они мне позвонили, говорят, я не хочу учиться в ПТУ, я хочу чему-то другому. Так у нас появилась Кристина. Через полгода появилась Настя, и еще через 2 года Лиля. Они жили с нами, потом девчонки стали жить отдельно. И Кристина и Настя, они уже закончили. Настя у нас медсестра, Кристина у нас воспитатель, работает в детском саду, сейчас она учится на логопеда. Лиля учится, закончила 2-й курс медколледжа, она будущая акушерка. То есть вы их взяли, когда они были в школьные годы, да? Да. Школьники. 15-16 лет. 15-16 лет. Вот. Вы это сделали, потому что на тот момент так сложились обстоятельства? Я не могла просто пройти мимо них, потому что была уже определенная привязанность. Я понимала, что они останутся просто, и неизвестно, что с ними будет. Потому что буквально за 2 или 3 года до этого у меня была встреча с Rotary Club. Были женщины, которые пытались помочь именно выпускникам детских домов. И там была такая ситуация, что из 10 девочек выпускниц 9 они нашли на панели. И я просто боялась, что это может случиться и с моими девчонками, поэтому они оказались у нас. Вау, но это очень сложное решение. Изначально да, потому что ему что, зачем тебе это надо? Я говорю, я не смогу просто дальше жить, потому что я знаю, что я ничего не сделала, потому что это могло быть мной сделано, да. Поэтому. Я думаю, если у нас в стране
не знаю, даже там 1000 будет таких примеров, мы вообще можем вопросы с детским домом системно решить. Ну, сейчас пытаются же решить вопрос с фостерными семьями, но пока это... Скажите, пожалуйста, про фостерные семьи. Что это за семьи, как это устроено, как это работает? Ну, я вот не могу прям досконально это сказать, потому что концепт, я не знаю. идея Но какая? я так понимаю, что процесс расформирования детских домов заключался в том, что будут создаваться фостерные семьи. То есть это как семья опекунов, который берет ребенка на себя, и те деньги, которые в детском доме должны были предназначаться на содержание этого ребенка, получает эта семья. Но при этом ребенок живет не в условиях казарменного дома, а вот именно в обычной семье. Потому что даже по своим девочкам я это увидела, они совершенно не самостоятельно, они не умеют принимать самостоятельные решения. То есть вот это, они привыкли к тому, что все время кто-то за них думает. Это вот самое тяжелое. Первые 2 года были прям для нас очень тяжело. Экспресс-вопрос, да? Семья или карьера? Я не была карьеристкой, потому что для меня детский сад — это не карьера, это дело... Большая семья. Это, да, это, наверное, еще одна семья, действительно, потому что и дети, и семья, они, у меня тут все это все настолько переплелось, и здесь нет разделения. Понятно. И семьи моих работников — это тоже семья. Классно. Супер. С кем сложнее выстраивать взаимоотношения? С мужем или с детьми? Это очень, очень такой вопрос, потому что в зависимости от того, по поводу чего это происходит. Потому что где-то со взрослым человеком тебе легче это обсудить и договориться, а где-то с ребенком, потому что это очень индивидуально. Хорошо. Какие у вас движущие силы, да, вот ваша жизнь? Вот что вами движет? Какие у вас есть движущие силы? Я очень радуюсь, когда наши дети в садике получают какие-то, достигают каких-то успехов на соревнованиях. Или вот он не мог читать, он начал читать. Это круто, и меня это вдохновляет, что значит не зря мы это делаем. А второй, наверное, момент, меня тоже многие спрашивают, кого ты такая нормальная, в кого такая отчаянная? У меня мама такая. Она вдохновляет, мама да. вдохновляет. Мы не во всем с ней сходимся во мнениях, очень часто спорим, но при этом это человек, который дал мне тоже свободу, определенную свободу. Она никогда жестко не ставила рамок. Мы выросли очень самостоятельно, она не устраивала нам с братом гиперактивеки. Я вот вижу просто по моим двоюродным братьям и сестрам, мы с ним более самостоятельны, чем они. Те до сих пор привязаны к родительской опеке. Нет, мы нет. Потому что, мама давала этим пример. Мама была увлечена работой. Спасибо. Какую мудрость вы бы хотели передать молодым мамам, вот 20-25+? Наверное, если это именно конкретная мама, что самая главная инвестиция в ребенка, которую они могут сделать, это его образование. Чтобы они не упустили этого момента и дали детям действительно качественное образование. Не обязательно идти в детский сад или в школу. Сами родители могут дать это образование на собственном примере, но мамы должны быть сами именно этим примером. Примером образованности, примером вовлеченности, разносторонности. Потому что, к сожалению, я вижу просто некоторых мам, которые, кроме индустрии красоты, их больше ничего не интересует. Могут ли они детям дать хорошее образование? Вот это вопрос. Понятно. Поэтому образование – это, наверное, самая главная задача любой мамы. Согласен. Кем бы вы хотели стать для своих детей и страны? Для своих детей, наверное, примером. Я вижу, что, возможно, они где-то в чем-то не разделяют, возможно, сейчас какие-то вещи, потому что то же самое было, когда я была в детстве, я не все вещи со стороны мамы была согласна. Да. Сейчас я понимаю, что почему, например, я готова кому-то идти помогать, потому что она всегда была готова помогать. Она могла пойти бомжу тому же самому помочь. Я считала, зачем она это делает. Сейчас я понимаю, что мы на то и люди, что мы можем помочь другому, мы не как животные взяли и ушли, хотя я сейчас понимаю, что животные гораздо более человечны, чем люди. Вот для них, наверное, примером. Для государства, не знаю, возможно, моя работа и вклад в детей отразится на том, что будущее нашей страны, дети, которых мы сейчас воспитали, что-то изменят и действительно нашу страну доведут до процветания, потому что у нас классная страна. Но у нас люди, которые почему-то к этому очень безответственно относятся. Они не пытаются поменять вокруг себя ничего, то есть живут только своими собственными интересами, а надо выходить за рамки. Какая у вас большая мечта? Хотела бы совершить кругосветное путешествие с детьми. Круто. Я знаю, что вы в Караколе, как взяли, как это называется, не опекунство,
львами или кто там, Симба и еще кто? Симба и Акджолтой. В Караколе находится реабилитационный центр для животных, для диких животных, который жил за счет того, что были посетители, они на эти деньги покупали им элементарно еду. Я увидела этот пост в Фейсбуке, что они вот обращаются к общественности. Перепостила его в группу наших родителей. Говорю, давайте, может быть, возьмем животное на попечение. И родители поддержали эту идею. Мы начали собирать и выбрали, что будет это лев. Решили взять Акджолтой, 2-летнего льва, который был конфискован из семейного какого-то питомника. И в итоге родители настолько вовлеклись в это, мы собрали деньги на 2 львов. И у нас, получается, садик сейчас является опекуном 2 львов, Симбы и Акджолтоя. И мы вот, получается, собираем, отправляем деньги, чтобы они обеспечили необходимое пропитание, потому что это хищники. В день у них там как минимум 8 килограммов мяса они должны съедать, чтобы быть в форме. И как только у нас карантин закончится, сотрудники реабилитационного центра готовы проводить для наших детей мастер-классы о диких животных. И они нас приглашают, чтобы мы обязательно приехали, и они нас сделают экскурсию по всему заповеднику, а там более 200 животных разных. Начиная там от птиц, от диких птиц, заканчивая медведями, верблюдами и так далее. Круто. Ну и последний вопрос. Что, скажем, спасет Кыргызстан? Вот что, какая одна ценность? Что нужно нам, людям, всем нашим гражданам, чтобы наша страна реально процветала, стала такой богатой, процветающей, развивающейся такой страной? Вот что нужно, вот что-то одно? Я работаю в сфере образования, я считаю, что это образование, потому что, к сожалению, сталкиваюсь с очень большой безграмотностью со стороны не только детей, но и взрослых, и чаще всего именно взрослых, потому что они элементарно не понимают такие вещи, как что это твое собственное право, и ты имеешь право требовать его исполнения, а ты этого не делаешь. Когда нам с вами будет примерно по 80-90 лет, дай бог, наши сегодняшние дети в садиках будут нашими правителями. Поэтому вы вкладываете в будущее. Поэтому спасибо большое за интервью, за ваше время. Было с вами очень интересно, приятно пообщаться. Never did I have to ask the sun to shine on me, hey, to shine on me. Okay. I've been stuck inside my head from November to